بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Сейчас перейдем к хадисам пророка, алейхиссалату вассалам. Раайту ибн Умара ва ибн Зубайр. Аби Нуайм рассказывает, что он увидел сына Умара и сына Зубайра, да будет ими доволен Аллах. Ядуани, я видел, как они оба дуа делали. Великие люди, как дуа делали. Юдирани биррахатайни аля ваджхи. Вот свои ладони направляли наверх. Бывает, люди, когда дуа делают, вот так делают. Непонятно, как делать. Вот надо поднять руки наверх вот так. А расширил ты их расстояние или не расширил, это зависит от состояния, которое ты делаешь дуа. Некоторые говорят, когда дуа делает человек, если расширяет руки, как будто он свою гордость показывает. Это тоже неправильное понятие. Они само собой расширяются, когда у тебя мольба сильная, дуа сильный, сильно находишься в нужде. Ты, как пророк, алейхиссалату вассалам, в некоторых битвах поднимал руки вот так сильно наверх, даже его подмышки вот видно было, говорит. От этого вреда нету. Конечно, с самого начала взять руки вот так поднимать тоже не надо. У тебя же сердце и твоя покорность, которая обращается, не подходит к этому. Начинай дуа делать так. И потихоньку, когда уже слезы пошли, искренность пошла в душе, она сама собой поднимается. Просто так на показуху поднимать руки, показать людям, что ты такой богобоязный, это, конечно, это показуха, на это Аллах не смотрит и не примет. Но мы поняли сейчас, вот так надо поднимать наверх. Другой хадис. Пророк, алейхиссалату вассалам, Аиша, радийаллаху анха, говорит, я увидел пророка, саллаллаху алейхи вассалам, что он делал дуа поднятыми руками. Но можно дуа делать не поднять тоже. Но желательно, мы поняли, обращение к Аллаху, поднять руки. И я слышал, говорит, как пророк, алейхиссалату вассалам, говорил в своей мольбе, «Иннама ана башар». О Аллах, я тоже человек. «Фала туакибни». Не наказывай меня, Аллах. Вот пророк просил Аллаха. И говорил, продолжая, «Айяма раджулин, миналь му'минина, адайтуху, ау шатантуху, фала туакибни фи». О Аллах, кого бы я не мучал, или же плохой в адрес его не говорил, за мои слова, которые говорил в адрес другого человека, прошу тебя, не наказывай меня. Вот понимаете, кто это говорит? Самый праведный, самый любимец Аллаха, пророк, он говорит, кого бы я не замучал или в адрес него плохое говорил, за это меня не наказывай, говорит. Кто из нас такой дуа делает? Мы говорим, о Аллах, прости меня, но говорить себе в адрес, себе считать виновным, кого бы я мучал. Мы думаем, мы никого не мучали. Всегда нас мучают, над нами издеваются. Даже сами не замечаем иногда своими словами, резкими словами, непонятными словами, начинаем и даже не подумали, ранили этого человека. Ему стало плохо. Бывает, ты не только чужих, родных, самих близких, детей, жен, родителей можешь какими-то словами, которые ты внимания не обратил, но однако ты очень их ранил и обидел. Особенно мы внимания не обращаем, когда вокруг нас близкие люди, их раним. Думаем, это дозволено, как будто это мое, как хочу, так и говорю. Как будто дети, дочеря, жена, что хочу, что попало, могу сказать. Нет. Айюма раджулин, пророк, кого бы ни было, за это просит прощения. Поэтому нам тоже следует взять с этого хадиса и говорить, о Аллах, кого бы мы не мучали, Аллах за это нас не наказывай. С этого хадиса что мы понимаем? Что отдельно пророк отметил, не наказывай. Когда грехи касаются тебя, ты просишь, о Аллах, прости меня, прости. И Аллах прощает. Все. Это между тобой и Аллахом. А когда ты зулму делаешь, зулм это притеснение, каком-либо разницы нету. Словами, делами, деньгами. Вот за зулм Аллаху Та'ала здесь наказывает тебя. До судного дня не оставляет. Поэтому пророк, алейхиссалату вассалам, говорит, не наказывай меня за это.
А это не значит, можно людей что хочет делать и потом просить Аллах не наказывать. Конечно, Аллах тебя накажет, ты если так намеренно так поступаешь. Но вдруг пошло дела у тебя неправильные такие, ты просишь Аллах, чтобы не наказывать, наставить тебя, чтобы тот человек против тебя дуа не делал. Вдруг этот человек дуа сделает, конечно, Аллах-то непременно тебя накажет. А если Аллах твой дуа примет, Аллах так сделает, что те люди, которые ты притеснял, они тебе дуа не будут делать. Они настолько будут простые люди, ничего, я прощаю его ради Аллаха. А если такие дуа ты не делал, и того человека, которого ты притеснял, Аллаху Та'ала может, чтобы они подняли руки и сделали дуа, и тебе вниз головой все пошло. С этого мы понимаем, что когда касается других людей, это Аллах может наказывать. Тем более наш пророк, алейхиссалату вассалам, так делал дуа. Альхамдулиллахи раббил аламин.